заданию председателя Якутской городской думы Семенова Альберта Никандровича состоялось вот это рабочее совещание. Почему? Потому что, во-первых, было обращение Общероссийского народного фронта о том, что состояние дорог наших очень ухудшилось, и это видно, водителями, потому что практически все наши дороги, не только центра, сузились практически на одну полосу, и водителям приходится очень сложно. Это во-первых. Во-вторых, была попытка забастовок, двух забастовок, ассоциации перевозчиков твердых бытовых отходов. Как мы знаем, с 1 января действует единый оператор по вывозу твердых бытовых отходов. И если первые 2 месяца проскочили так, что в принципе горожанам не было это заметно, но после того, как выставила Ассоциация предпринимателей и перевозчиков твердых бытовых отходов счет, начались разногласия между единым оператором Якутской экосети и несколькими перевозчиками. Поэтому, тем более у них закончился договор, который действовал до 1 марта. И за эти выходные, буквально за 3 дня, город потихонечку начал утопать в твердых бытовых отходах, которые не вывозились со многих точек. И в свете этого, нас удивила какая-то самоуспокоенность городских властей и то, что они считают, что все нормально. Но на самом деле не все так нормально. Почему? Потому что эти разногласия и по тарифам, и по объемам вывоза, которые на сегодня есть, существуют, они говорят о системности, какой-то системной ошибки. И над этими ошибками надо работать, надо заниматься, и причем не после того, как эта ситуация появилась, а надо было заниматься до этого. Поэтому это совещание сегодня было инициировано в составе 2 комиссий, представителей Координационного совета предпринимателей и оператора по вывозу ТБО, и тех предприятий, которые занимаются очисткой дорог от снега. Поэтому хотелось бы услышать Владимира Юрьевича, что делается исполнителем органов власти городского руководства в этом направлении. С 1 января 2019 года все регионы перешли, но не у всех, к сожалению, получилось. В отсутствие, мы, не исключение, должны были тоже войти и вошли в нее в реформу. Хочу сказать, что это было не просто, но у нас получилось. 2 месяца мы нормально отработали, и все проблемы, которые сегодня, или те задачи, которые были не решены, они сейчас в процессе. Поэтому я, наверное, не буду часть вступительную по вопросам, как это организовывалось, зачитывать. Я скажу об основных моментах, которые сегодня у нас являются нерешенными или в процессе улаживания. Замечу вам, что как таковой проблемы, которые сегодня, по крайней мере, формируют как общественное мнение, не существует. У нас есть пути решения, мы знаем, что делать, и для нас самое главное в городе Якутске – это продукт «Чистый город». В связи с чем, как совершенно ранее было замечено, мы провели, так скажем, процессы улаживания между оператором и перевозчиками, согласительной комиссии, встречи. Хотя на самом деле эти процессы должны были, конечно, быть улажены Министерством ЖКХ, который заключил соглашение непосредственно с этим. Но мы себя, так скажем, не снимаем этой работы. Мы работаем совместно с ЖКХ и пытаемся эту ситуацию уладить. Разделяли город на сектора, передавали перевозчикам свои участки, на которых они должны работать.
Тем самым мы в январе месяце работали как следует. В марте месяце, значит, по-моему, это было до 5 числа, перевозчики выставляли счета. А в бизнесе и, так скажем, у заказчиков всегда возникают по нормам либо нормативам вопросы. Это нужно признавать и понимать. Были расхождения по объему. Соответственно, возникшая ситуация была где-то в середине февраля месяца озвучена. Мы встретились с операторами и перевозчиком, уладили вопрос по поводу нормативов, чтобы создать согласительную комиссию, и перевозчик начал работать, значит, по улаживанию этой ситуации. Значит, на сегодняшний день у них закончились договора по вывозу, значит, бытовых отходов, и было принято решение вот на этот переход, пока проходит процедура, значит, согласия, подключить свои собственные силы. Город сейчас собирается силами жилкомсервиса. Он подключает к перевозке дополнительные силы путем приобретения техники, значит, аренд техники, значит, по договорам аренды с экипажами. Тем самым город выбирается в таком режиме. Хочу отметить, что оператор совместно с жилкомсервисом принято решение об увеличении сроков вывоза, периода вывоза. То есть это с раннего утра, там, с 6-7 часов утра и до 22 часов. То есть за счет того, что оператор ранее, допустим, или перевозчики вывозили по 2, по 3 рейса, то сегодня эти рейсы увеличены 3-5 рейсов. Соответственно, объемы, они остаются те же, но, к сожалению, есть такая практика, скажем, ненакатанные маршруты. Это там, где, значит, техника раньше работала перевозчиком, они были точками, где водители знали, как заезжать на это место, как, значит, загружаться, где, значит, другие точки, они сегодня откатываются. Я думаю, в течение 2-3 дней эти вопросы будут сняты. Мы дополнительно, город Якутск выделяет денежные средства и устанавливает порядка 500 точек, баков. Значит, это в жилом секторе, в индивидуальном жилищном строительстве. Это места традиционного, значит, сбора мусора на таких участках, как Марха, автодорожный округ, значит, где частный сектор находится, в том числе, значит, соты. Это будет сейчас дополнительно у нас установлено. Оператор, я считаю, своей работой на период 2 месяцев справится. Возникшая ситуация сегодня по, значит, излишним накоплениям будет устранена. У нас есть четкое понимание, как это делать. Мы эту работу ведем, и, значит, я думаю, что оператор, значит, тоже вместе с нами будет прорабатывать. Значит, у меня вопрос, да? Значит, я не ослышался, вот порядка 500 точек будут установлены. 500 баков, прошу прощения, 500 баков. Да, достаточно правильно меня поправили, соглашусь, 500 баков. Это первый этап установлен. В этом году, конечно, этого недостаточно, но мы сегодня уже на данный момент выделяем деньги, и они будут, значит, это в частном секторе. Это не только частный сектор, мы добавим, где есть необходимость. В первую очередь, конечно, 2417. Выделяется за счет бюджета. Да, конечно, это. Так, а при планировании бюджета мы знаем, в прошлом году бюджет достаточно напряженно был принят. У нас есть там статья, я сейчас попрошу вас Бартаковича уточнить, там есть суммы, которые мы можем, значит, использовать под эти нужды. Точно такое указание на баки, значит, для установки мусорных баков там нет, естественно. То есть такой суммы там нет. Но тем не менее есть источники. Владимир Ильич, вы совершенно правы. В течение 2 месяцев город не ощутил переход на единого оператора, да? Но причина была в чем? Причина была в том, что до этого счета не были выставлены. Проблемы начались после того, как были выставлены счета и как начались разногласия в объемах. Значит, администрация города Якутска было ли уведомлено заранее и что предпринимала, чтобы не было вот этой разницы? Якутская сети – это ООО и коммерческая организация. Закон предусматривает перевозчика, оператора как коммерческую структуру. Более того,
наши предприниматели, которые заключили предварительные договора на эти 2 месяца, тоже являются индивидуальными предпринимателями. Администрация города Якутска в коммерческие, то есть в деятельности хозяйствующих субъектов, коммерческим тем более, вмешиваться не может. Выставление счетов было организацией перевозчика, где стоят предприниматели, ну и, соответственно, коммерческая организация. Здесь мы, к сожалению, не могли это отследить, и это не наши полномочия, которые бы могли нам позволить законно проследить данный вид выставления, данную деятельность выставления счетов. Это надо признать и понимать. Вот. Более того, хочу заметить, администрация города Якутска является как орган совещательный, согласительный, рекомендательный, наблюдательный. Так как соглашение непосредственно с оператором заключено Министерством жилищного коммунального хозяйства и выдана так называемая лицензия на эту деятельность. Мы с ними отрабатываем это, конечно, не без их участия. И вот на сегодняшний день, как произошло, надо это понимать, что это работа или взаимоотношения между коммерческими структурами. На основании федерального закона 131 благоприятные условия жизни горожан должны обеспечить местные власти. То есть в данном случае администрации городского округа города Якутск. И в свете этого, и тем более МУП жилкомсервис – это 100% ваших предприятий, вы могли воздействовать на весь процесс. Значит, тогда такой вопрос. С МУП жилкомсервиса, когда поступил первый сигнал о том, что назревает забастовка, о том, что есть разногласия с перевозчиками. Жилкомсервис – это не оператор. Оператор Якутской этой сети, где... Жилкомсервис же не находится на Луне, они все рядом находятся, в одном здании. Нет, это понятно. Мы с 1 января вместе с ними работаем, но о счетах тогда разговор не шел, сегодня зашел. Хотя, кстати, я вам замечу, что все процессы, про которые вы говорите, должна наблюдать администрация города Якутска, непосредственно соблюдались. Мы с 1 января вместе встречались, совещались и улаживали ситуации, которые там возникали. Но, к сожалению, 1 марта закончились, 28 февраля закончились соглашения с оператором и перевозчиками. Поэтому возник сегодня вопрос в части дальнейшего его регулирования. Не более того, город убирается. Василий Васильевич совершенно правильно вопрос задает. Нам необходимо ускорить работу и усилить ее по размещению данной точки. Поэтому мы приняли волевое решение сделать передвижки и увеличить количество баков по городу Якутске. При этом хочу еще отметить, увеличение баков возникло еще с тем, что у нас 2, 4, 17 квартала и многие другие кварталы сегодня переходят на так называемый раздельный сбор мусора. Раньше это просто помои выливались в один деревянный ящик. Сейчас мы это делаем более эстетично и санитарно, соблюдая санитарные нормы, выгребные ямы. Это порядка будет 140 домов в 17-м, 2-4 квартале обеспечения. И рядом будут стоять баки, которые мы же должны будем для управляющих компаний предоставить для сухого мусора. Это нужно понимать. Дело в том, что сейчас наши предприниматели подходят и хотят заключать договора, но им говорят в первую очередь, вы купите контейнер, установите, а потом мы с вами будем заключать. Есть несколько фактов, и у меня есть эти жалобы. Это первый вопрос. И второй, все-таки я не поняла, если у нас 2 коммерческих организации, перевозчики и экосети, а город почему тогда покупает контейнера за свой счет? Что? Коммерция, город покупает контейнера за свой счет, как-то непонятно. Мы обязаны обеспечить, город обязан обеспечить санитарными точками оператора и горожан для того, чтобы они собирали. А вывоз и утилизация – это уже отдельная структура. Ну, контейнера входят в тариф, насколько я знаю. Приобретение и обслуживание контейнеров, они входят в тариф. Это только мы должны им передать контейнера, обеспечение их содержания, ремонт, покраска и так далее, это уже будет. А мы предприниматели, Что предприниматели? Мы все-таки в данный момент каким образом заключаем договора? Мы должны сами покупать контейнера и устанавливать какие-то точки санитарные возле себя или как? Вот здесь совершенно вы правы. То есть, конечно, индивидуальный предприниматель имеет свою торговую точку, имеет свою площадку, имеет свою собственность, имеет свой мусор, он получает счета за вывоз его, обеспечить точку свою торговую, обязан, конечно, контейнер. У нас пока вот идут по расхождению, договора не заключаем. И еще один вопрос, мы уже поднимали вопрос по МТУ. Первая линия, вторая линия, как быть с ними?
как мы будем все-таки вывозить оттуда мусор. Не все УК у нас соглашаются заключать договора, а мы не можем рядом с каждым ларьком установить контейнер. Я думаю, вот эту процессуальную процессы, вот эти части договоров между предпринимателями и коммерческой организацией «Будкосети», наверное, больше пояснит Денис Валентинович. Я в договора, к сожалению, улаживания с предпринимателями там пока еще не входил. Касается схем размещения санточек, это не только обсуждение и договорные какие-то отношения, это именно размещение схем и составление схем. Это глубокий такой вопрос, это улаживание постоянно между где будет стоять. Денис Валентинович. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, действительно, такая проблема имеется, но она имеется в широком смысле слова. У нас существует санпины, нормирующие, которые, так сказать, регулируют вот эти вот существование этих санитарных точек. Не везде их можно поставить, эти контейнеры, не на всей территории, не ближе 25 метров, у нас эти ограничения к жилым домам, не дальше 100 метров, то есть это достаточно жесткие условия. Хочу заметить то, что на прошлой, или 2 недели уже, наверное, за прошлой неделе город принял и разработал и принял специальное положение, которое регулирует эту сферу деятельности. Сейчас для того, чтобы поставить контейнерную площадку в том месте, где мы, это коротко рассказывали, именно про эту проблематике, в том месте, где санпин не позволяет это сделать, то есть создается специальная комиссия с участием как представителей городской администрации, так и округов, представителей Роспотребнадзора, с представителем депутата, Думы. И вот эта межведомственная комиссия своим волевым решением принимает решение, что вот здесь, вот по такому адресу, можно установить санитарную точку, если это нужно. И, соответственно, после этого эта санитарная точка вносится в реестр санитарных точек, которые у нас есть в городе, и, пожалуйста, ее можно использовать. Доложу вкратце. Тарифы у нас были установлены один для всех на весь территорию нашей деятельности рекоператора, начиная и в городе Якутске, и в Карнавальском районе, и в Горном районе, в Намском. Везде тарифы установлены. Они были установлены 20 декабря. Очень много идет замечаний в плане высокого роста тарифа, предпринимателям особенно. Да? Мы, в принципе, согласны это дело все пересмотреть. Я предлагаю все-таки, как уже обговаривал, создать на уровне Якутской городской думы комиссию, чтобы ее возглавил эту комиссию, допустим, либо глава города, либо курирующий заместитель города. И в этой комиссии мы рассмотрим, с приглашением предпринимателя, конечно, да, и мы рассмотрим составные части тарифов вместе с Госкомцерном. Если действительно какие-то будут замечания по тарифу, да, в общем, я думаю, с Госкомцерном мы пересмотрим эти тарифы. Госкомцерн. Марина Валентиновна. Владимир. Вот сейчас идет спор по объему вывоза, да? Значит, когда вот недавно, в конце февраля, перевозчики выставили счет региональному оператору, значит, по объему оно было больше в 3 раза. То есть, когда значит, принимали, утверждали тариф, какие объемы были взяты Госкомцентром? Это первый вопрос. Спасибо за вопрос. На сегодняшний день в соответствии с законодательством у нас сначала, если есть факт за 3 года, мы должны взять факт за 3 года. Такого факта за 3 года нет, потому что мы с вами знаем о том, что до этого это была жилищная услуга и брала 17 квадратного метра, и никто у нас, к сожалению, эти объемные показатели не считал. Второе, если утверждена схема по обращению с твердыми бытовыми отходами, то берется схема. И третье, если утверждены нормативы, то от нормативов, от количества людей, то берется такое. Мы в своих тарифах взяли по территориальной схеме, которая утверждена в сентябре месяце, если мне память не изменяет, 360-м приказом Мин ЖКХ. Там в этой схеме идут тоннаж, потому что у нас НГОС считается на тонну, через переводной коэффициент учитывается объем. Значит, тут отчасти осознали, что в тарифе заложено строительство значит, полигона. Это так? Да, у нас в тарифе по
заложенные средства на возврат займа в соответствии с законодательством утвержденной инвестиционной программы на 650 миллионов рублей. Первый этап 174 миллиона. То есть в этом году заложен тариф 170 миллионов. Да, 170 миллионов был расчет под займ под 11,5% на 10 лет. Вот вместо Дмитрия Дмитриевича подошел Чан Валентин Кансикович, руководитель департамента коммунального комплекса энергоэффективности и административной работы. Схема действительно была утверждена в 2016 году, в сентябре месяце. Также пересматривалась в новой редакции в 2017 году. Объемы были взяты, получается, была отобрана организация, которая осуществляла замеры 4 сезона. На основании этого нормативы были сформированы. Также в рамках работы с муниципальными образованиями данные получались от муниципальных образований и внесены в территориальную схему. Между тем, в настоящее время мы проводим конкурсные процедуры по отбору исполнителя разработки электронной модели территориальной схемы обращения с отходами. И данная территориальная схема будет актуализирована. Вот скажите, пожалуйста, все знали, что у нас будет все-таки работать вот такая схема, да, и будут работать полигоны. Почему в прошлом году нельзя было поставить весовую перед полигоном, не поставить камеры фиксации, чтобы знать уже за 3, за 4 месяца? Мы же не первый раз стали говорить об этом мусоре же, правильно? Чтобы нам узнать конкретные объемы по вывозу мусора в полигон и не посчитать хотя бы наши все риски. По поводу того, что весовую невозможно было поставить, неправда, потому что очень много весов стоит перед рядовыми переправами, и можно было бы как-то задействовать, либо купить, либо еще каким-то образом их взять в долгосрочную, может быть, аренду или еще как-то. Но, по крайней мере, мы бы не сидели бы с такими вот лицами и руками, не разводили, мы не знали, мы не готовы к объему. Но ведь можно было бы это сделать. Можно я отвечу? Знаете, как руководитель, который как раз курирует полигон, весы у нас закуплены. Единственное, мы не смогли осенью залить площадку, не успели по температурным причинам. Мы планируем их в апреле поставить. Они поставятся буквально в ближайшие месяцы. Вы знаете, я хочу сказать, что, посмотрите, у нас весна, зима, осень, либо какие-то проекты, мы всегда не готовы к ним. Но весы можно было бы уже давно поставить там. И мы бы уже конкретно знали, сколько тонн вывозится там и какая необходимость в машинах перевозить. Тем более, все вот эти бы цифры были заложены у нас в тариф. У нас все-таки, вы понимаете, для предпринимателей особо все коммунальные платежи, они очень высокие для нас. И все это временем ложатся в тариф и в цены наши, которые мы продаем. Только я помню, в 2013 году Департаментом экономики городского округа города Якутск были утверждены нормативы накопления мусора по видам предприятий, в том числе и для населения. Знакомы ли вы с этими нормативами? Это первый вопрос, да? Потом, значит, из года в год, значит, Мобжилкомсервис, значит, ведет статистику, какой объем мусора собирается по городскому округу. Значит, эти объемы вами учтены или нет? Ну, возможно, и Степан Спартакович, так как вы сказали, что с городским округом было согласование. По поводу учета сказанной документации, я точно сейчас не могу ответить, но уточню коллег в министерстве. Однозначно могу сказать, что в работе применялись, в том числе данные муниципальных образований и городских округов. В частности, сведения мониторинга жилкомсервиса, вот этот вопрос затрудняюсь ответить, но проработаем. Значит, нормативы выросли или все-таки остались на месте или уменьшились? Вот,
утвержденных тарифах. Давайте я отвечу на этот вопрос. Сегодня город Якутск по многоквартирным благоустроенным домам был норматив 1,7. Сегодня для таких домов действует 1,86. Он вырос на 9%. Для благоустроенного, неблагоустроенного и частично благоустроенного он тоже останется 1,86 и снизится, то есть разница этого норматива, который был утвержден 2,12 и 2,37 или 2,34, не помню сейчас, это мерзлые бытовые отходы. Мы предложили оставить мерзлые бытовые отходы в жилищные услуги, то есть сухой мусор, как положено будет, то есть те жители, которые живут в данных домах, они должны делать раздельный сбор, то есть жидкий отдельно, твердый отдельно. А для юридических лиц? У юридических лиц мерзлых бытовых отходов нету. Я имею в виду того. Вы имеете в виду твердые коммунальные отходы? Да. По твердым коммунальным отходам, к сожалению, такой сравнительной информации нету, потому что не было объемных показателей. Министерство ЖКХ на сегодняшний день утвердило нормативы в зависимости от вида деятельности. Ну, например, для больницы на одного человека посещения в смену и так далее. По торговым на квадратный метр и так далее. Там их очень много нормативов утверждено. Сравнить их с теми нормативами, наверное, не стояла такая задача. В свете того, что для юридических лиц предпринимателей оплата, увеличилась практически в 3 раза, да? Значит, тут, наверное, все-таки надо задуматься, или ошибка в нормативах, принятых, утвержденных Министерством ЖКХ, или какие-то другие причины. Можно я опять поясню? На сегодняшний день мы с этой проблемой разбирались. У нас получилась следующая ситуация. У нас многие предприниматели не заключали договора, сами вывозили, заключали договор только на утилизацию. Раньше тариф по захоронению назывался на утилизацию. При этом они не считали свои затраты по транспортировке, то есть они списывали сразу все на себестоимость. Поэтому у таких предпринимателей действительно тариф, будем говорить, за счет того, что у нас в тариф сегодня вошли определенные затраты, которые приходят удорожающим фактором, они, естественно, прошли удорожающим фактором. По тем предпринимателям, которые заключали договора на транспортировку, у нас сегодня такие договора заключали по 100 рублей, например, по 150 рублей за 0,75 куба, то есть за емкость. Тоже, когда мы делали аналитику по управляющим компаниям, у нас варьировало от 600 рублей за куб, я имею в виду, до 450 и до 100 рублей, в зависимости тоже от емкостного бака контейнеров. У нас, потому что есть и кубовые емкости, у нас есть и 0,75 емкости. Поэтому мы сделали такую аналитику, и у нас в тариф вошла цена средняя по городу Якутску по транспортировке 265. Мы тоже сделали калькуляцию, и по этой калькуляции мы тоже вышли на эту сумму. Калькуляция считается в зависимости от расстояния, нормы погрузки и так далее, нормы времени работы машины с коэффициентом уплотнения 2. То есть у нас из 2 кубов делается 1 куб, потому что у нас машина работает с коэффициентом уплотнения. Мы очень долго спорили по коэффициенту уплотнения в данных машинах, приняли решение, что все-таки коэффициент уплотнения 2 у нас идет. Поэтому эти затраты тоже все учтены. И вот посмотрите,
смотрите, если у нас раньше заключали за куб 150 рублей, то сегодня у нас в тарифе заложено по мониторингу управляющих компаний 265 плюс наш расчет с учетом транспортировки на 9 километр. Тоже происходит удорожающий фактор. Я не хочу согласиться с вашими расчетами. Почему? Потому что на Координационном совете при главе города мы неоднократно говорили с вами уже по тарифам. И тем более я вам предоставила все расчеты по вывозу за 2018 год. Такие большие торговые центры предоставили свои расчеты, как Мандарин, Альберт, частные клиники и магазины шаговой доступности, то есть ни один, ни два, ни три примера. И никогда мы не платили по 125 рублей за куб, мы платили 250 за контейнер. Правильно вы говорите, контейнера в основном 0,75. Контейнеров кубовых я, по крайней мере, не видела. Поэтому вот здесь я не знаю, какими цифрами вы еще оперируете, но многое, что вложено в тариф, мы не согласны. Например, тем, что если есть у предприятия своя санитарная точка, а у многих предприятий не есть, мы убираем сами. Но тем не менее 1,9%, по-моему, да, вы заложили в уборку. Плюс то же самое, что контейнера должны приобретаться именно экосетями. Мы имеем собственные контейнера, а те, которые не имеют и идут заключать, нам экосети отказывают в их приобретении. Ну, как идти на плетение, немного мы наводим. И все равно 846 рублей – это очень много за куб, это очень большая сумма. Естественно, предприниматели возмущаются. Ничего не изменилось, кроме как вырос тариф в 3 раза. Ну, я с Ириной Владимировной соглашусь. Почему? Потому что, да, на самом деле многие предприниматели, возможно, вывозили сами, но очень многие не вывозили, они просто заключали договора и оплачивали за контейнер. Это факт, потому что вот маленькие ларьки, там, маленькие бутики, они, конечно же, только по контейнеру будут оплачивать. И предприниматели именно шутили в 3-кратном увеличении оплаты за один контейнер. Поэтому еще раз я отмечаю, что тут где-то зарыта ошибка. Значит, ну, я предлагаю все-таки усилить работу, во-первых, с региональным оператором Якутской экосети. Значит, несмотря на то, что Владимир Юрьевич заявил о том, что на хозяйствующую деятельность они не имеют, вернее, имеется в виду администрация города, не имеет права вмешиваться, я считаю, на основании федерального закона 131 о создании благоприятных условий жизнедеятельности населения городского округа города Якутск, значит, город Якутск должен выступить, значит, регулятором в этом вопросе. И мне кажется, надо все-таки помочь региональному оператору, значит, для того, чтобы они заключили договора аренды со многими предприятиями, которые есть в городе Якутске, которые имеют спецтехнику для вывоза накопившегося ТГО. Почему? Потому что наша общая задача в любом случае это обеспечить чистоту города, чтобы не было накоплений. Сегодня, значит, трехдневные накопления все-таки наблюдаются. Значит, у кого предложения другие есть? Второй вопрос, да? Да. Об организации. Дополнение есть? Значит, все согласны. Значит, по тарифам. По тарифам, значит, я предлагаю создать согласительную комиссию из состава, значит, Министерства ЖКХ, город Якутск, Госкомценрэк, Ассоциации
Ассоциация предпринимателей, Координационный совет предпринимателей, Якутская городская дума, Якутская Кассети. Значит, и все-таки надо будет рассмотреть нормативы для всех предприятий, для всех видов предприятий, для жилищного фонда. И еще раз рассмотреть обоснованность тарифов. Есть другие предложения? И в целом в организации, наверное, тоже рассмотреть вопрос. Вот, второй вопрос об организации этой же согласительной комиссии. Наверное, необходимо рассматривать вопрос также об организации вызова, потому что там не только же тарифы, в целом по точкам санитарным, в целом вообще по работе. Поэтому я предлагаю вот эти два вопроса рассматривать уже на согласительной комиссии окончательно. Ну, организация вывоза – это, скажем так, задача минимум, чтобы в эти дни организоваться, а тарифы мы должны уже в перспективе адекватные тарифы. Нет, объемы, это же входит уже в организацию, да? Это тарифы. Все в тарифах вместе входит, да? Хорошо. Есть другие предложения? Можно я все-таки уточню? Вот посмотрите, есть очень много вопросов, которые задают и граждане, и население нашего города. Например, те, которые живут в одной квартире, имеют две квартиры. Там в одной прописаны, в другой не прописаны, но берут полностью, включая в счета. Плюс еще к тому же, посмотрите, у нас очень много квартир сдаются, которые не прописаны, но там живут по 5, по 6 человек. Как быть в этом случае? Вот много вопросов, которые, в принципе, они витают и везде обсуждаются, но, может быть, надо было бы как-то и эти вопросы отвечать, освещать, и тем более учитывать при закладке тарифов, что не все, что не ложится тяжким бременем только на тех прописанных людей, которые же проживают в доме. Можно я отвечу на этот вопрос? Потому Я, что в принципе, наш... думаю, то, что на комиссии вопрос рассмотреть, потому что назревает, потому что жалобы действительно жители поступают, потому что, грубо говоря, многодетная семья, 5-6 человек живет в однокомнатной квартире на 40 квадратных метрах и платится очень большую сумму. Либо надо будет ставить вопрос о применении льготных тарифов, либо субсидий для тех жителей, которые действительно являются многодетными, малообеспеченными жителями. У нас, конечно, есть адресная субсидия, но надо либо перевести обратно на квадратные метры, либо субсидии. Давайте я отвечу на данный вопрос. На сегодняшний день у нас, согласно 354 постановлению Российской Федерации, все эти вопросы отрегулированы уже давным-давно по всем коммунальным услугам. ТКО является коммунальной услугой. Поэтому там, где люди проживают и имеют две квартиры, они будут платить за две квартиры. То есть там, где они не проживают, а фактически проживают и там, а там, где они не проживают, они будут платить на того, кто зарегистрирована эта квартира. Если зарегистрирована квартира на двоих хозяев, то будут платить за 2 человека. Если зарегистрировано на одну, значит 1. То есть утрированно, если в первой квартире, там, где они проживают, проживает 4 человека, они будут платить за 4 человека. Во второй квартире, где они не живут, или сдают, или еще что-то, будут платить по тому, на кого записана эта квартира. Это прописано в 354 постановлении Российской Федерации. Что касается многодетных семей, на сегодняшний день индивидуально нужно рассматривать каждого. Действительно, те, кто проживает в малой площади с большими количествами, у них идет удорожающий фактор. Но те малообеспеченные жители у нас сегодня, они защищены в республике. И если у них идет коммунальная услуга больше 15%, тогда они сразу получают адресные субсидии. А это коммунальная услуга, еще раз повторяю. И они идут под адресную субсидию. Тут нужно смотреть индивидуально. Почему я говорю индивидуально? Потому что возьмем пример. Например, семья живет с площадью 100 квадратов. Раньше она платила 277 рублей за квадрат, плата была 277 рублей с квадратного метра. Сегодня, если
такая же семья в этой же квартире проживает один человек, она будет платить, эта семья, 131 рубль. Значит, у нее произойдет удешевление. Понимаете, тут нужно смотреть индивидуально каждому. Поэтому говорить сейчас вот здесь дорого, здесь недорого, давайте мы с вами наработаем аналитику для того, чтобы вот точно так же, как мы сделали аналитику по предпринимателям, у нас есть предприниматели, у которых растет и в 4 раза, но есть и удешевление. Почему-то у кого есть удешевление, никто об этом не говорит. А есть и такие предприниматели. Поэтому давайте мы сначала с вами сделаем аналитику. Я согласна, нужно сделать комиссию, но еще раз, чтобы все понимали, те тарифы, которые мы утвердили, мы можем пересмотреть только 1 раз в год, если не меняется законодательство Российской Федерации. У нас сегодня будет изменение законодательства в части отмены НДС для регионального оператора. Вот как только это произойдет, мы будем менять наши тарифные решения, и будут тарифы снижены в сторону снижения. Это не значит, что снизится на 20% сразу, потому что у нас есть производственная программа, у нас есть инвестиционная программа, естественно, она должна идти с НДС. Поэтому нужно на это тоже обращать внимание. Управляющим компаниям, округам, городскому округу города Якутск взять на вооружение и постараться еще раз оповестить население, какие условия есть для оплаты, для перерасчета и так далее. Хорошо? Тогда по первым 2 вопросам мы закрываем. 3-й вопрос об обращении регионального отделения ОМФ за Россию о содержании дорог городского округа города Якутск. Значит, поступило письмо на имя председателя Якутской городской думы о том, что накопление снега достаточно много. Да, мы наблюдаем в этом году практически 2-разовое превышение нормативов. Но это не единичный год, такие года у нас и бывали. Значит, но хотел бы отметить на самом деле, что организация вывоза снега, очистки улиц желает как говорится, еще лучшей работы. Значит, поэтому хотелось бы выслушать информацию, какая работа по данному направлению ведется. Объемом производства дифференцируется по категориям дорог с учетом и интенсивности движения транспортных средств по ним. При определении периодичности работ после вы всю норму-то нам не читаете. Нам необходимо по факту, чтобы работа велась. Так, на сегодняшний 2019 год на текущее содержание дорог предусмотрено 523 миллиона рублей, в том числе с местного бюджета 264 миллиона и с республики 259 миллионов. Но в соответствии с планом мероприятий по зимнему содержанию, по содержанию дорог с учетом периодичности устанавливается исходя из следующих факторов. Это объем выполненных лимитов, выделенных лимитов бюджетных обязательств, от количества имеющихся в наличии спецтехники и из опыта прошлых периодов. На сегодняшний день у нас содержание дорог в территории города Якутска занимается у нас наше муниципальное предприятие Якутсдорстрой, на котором мы заключили соглашение, получается, о предоставлении субсидий. По соглашению, согласно соглашению, на содержание занимается Якутсдорстрой 129 дорог на территории города Якутска, плюс прочие дороги, там местного значения мелкие, да? Транспорт товарищ, ответьте, в связи с тем, что нормы снега, которые выпали 2 раза
практически превысили. У вас увеличилась норма уборки, периодичность уборки улиц. Так. Ну, по данным гидрометеослужбы города Якутска, в январе у нас выпало 17 дней снег шел, в феврале 19 дней, да? Ну, по периодичности, в принципе, у нас увеличения такого не было. Ну, как... Почему? Ну, если периодичность нам увеличилась, получается, да, у нас, получается, на содержание дорог на целый год у нас не хватает будет средств. Поэтому мы периодичность пытаемся не увеличивать в рамках установленных уже запланированных на год вперед. И оттуда стоит периодичность. То есть вы согласны с тем состоянием дорог, которые мы сегодня видим? Ну, нет, конечно. Требуется дополнительная техника, дополнительные средства, конечно же, чтобы нормативно содержать данные дороги. Но мы пытаемся с тех, опираться с тех средств, которые у нас заложены в начале года. Так, понятно. Значит, несмотря на то, что в прошлом году многие депутаты настаивали на том, чтобы поставить, по крайней мере, на уровне 2018 года, 2017 года финансирование отрасли жилищно-коммунального хозяйства, администрация города Якутска настояла на том, чтобы на 30% секвестировать отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Я считаю, что итогом этого является сегодняшняя картина на наших дорогах. Из ответов городских чиновников мы услышали, что сколько денег, столько и будет работ. Когда мы в прошлом году утверждали бюджет, многие депутаты, львиная доля депутатов, высказала свои опасения о том, что практически уменьшение бюджета на треть отрасли жилищно-коммунального хозяйства скажется в будущем, что мы и видим. И в свете этого, конечно, мы попытались изыскать дополнительные средства. Часть вот этих дополнительных средств была изыскана в первой сессии 2019 года, но мы видим, что и этого будет недостаточно, поэтому надо очень активно работать с республикой, активно работать в части дополнительных доходов. И это, конечно же, требует колоссальных усилий со стороны администрации города Якутска. И повторюсь, то, что вот сегодня говорят, что все вроде нормально, все устаканится, это вызывает некие опасения. Поэтому мы сегодня приняли рекомендации, в части вывоза снега, усилить работу, пока, так скажем, одолжить деньги с декабря, с ноября, привлечь все те предприятия, которые имеют спецтехнику по вывозу снега, организовать эту работу по очистке дорог и вывозу снега. И параллельно поработать над дополнительными доходами и над теми источниками, которые можно было бы еще изыскать до наступления ноября-декабря. В принципе, эта работа велась всегда. И ничего сложного в этом нет, только надо работать.